СССР. Очень-очень обширная тема, поэтому ее еще впереди собирать и собирать. Тема, но и интересно, что вот когда находишь какой-то один значок к этой теме, и добавляется, и дополняется, и вот это приносит особенную радость, когда темы дополняются. Вот в этом вся фишка коллекционирования, в том, что не полностью закупить сразу одну серию, а именно собирать по частям, по одному, по всей России, везде меняться. Вот. Несколько неудобно мне здесь сейчас. Медынь, Калуга. И Устюг. Вот Деда Мороза. Магадан. Севск. Сейчас гербы еще в процессе собирательства, поэтому я их по областям еще не рассортировала. Когда будет, когда я полностью вот дособираю все серии, да, когда это будет, конечно, я не знаю, но вот тогда я их всех распределю по областям, по краям. Вот. А пока вот приблизительно вот серии дополняют друг друга. Многие узнают, наверное, гербы своих городов. Иркутск, тут и Йошкар-Ола есть, и Севастополь, города-герои, столица, Кронштадт, Заводск, Курган. Ну, вот каждый значок по-своему притягателен. Каждый значок имеет свою историю. Вот пошла серия Судога, Юрьев, Гороховец, Меленки, Киржач, Владимир, Ковров, Муром. Среди опытных валеристов я как бы начинающий коллекционер, поэтому пока собираю вот такие вот сувенирные значки. Это относится к разряду сувенирных значков. Более серьезные знаки, награды, ордена, медали там. Я только приоткрываю занавеску в тот раздел коллекционирования, поэтому пока собираю. Вообще увлечением собирания значков я занималась еще со школы. Еще со школы, когда были клубы интернациональных друзей, так называемые КИДы, много-много переписывались, и ко мне приходили письма со значками, с марками, с открытками. Вот чем только мы не менялись. И
Ну, почта к нам приходила, по-моему, 3 раза в неделю. И с каждой почтой у меня было, ну, в среднем по 5, по 6 писем приходили с разных городов СССР, еще и за границей мы переписывались через клуб интернациональных друзей, с Германией, там, ГДР. Вот. Потом в средние годы я как-то забросила это дело. Ну, не то, что забылось там все. Вот. И вот последние лет 4-5, ну 5 лет, наверное, уже, можно сказать, активно начала заниматься коллекционированием. Интересно собирать, потому что они изготавливались, ну, на разных заводах, поэтому и получались разные виды. Анапа, Грозный, Кологрив, Кировск, Таганрог, Новороссийск, Харьков, Москва, Благовещенск. Не видно? Вот. Где я остановилась? Вот. Корсаков, Норильск, Пермь, Киев, Пермь тоже. Пермь. Ну, они тоже как бы разные виды, да? Так, идем дальше.
Азов, Новороссийск, Охотск, Магадан еще раз. Ну, тут тоже более сочный красный был, там оранжевый был. Тоже разновид. Минск, Юхнов, Новочеркасск, Новосибирск, Волгоград, Севастополь, Новороссийск, Сочи, Скачки, Сороки, Киров. Хлопцы, я уже показывала, кажется. Так, тут еще одна пошла другая серия. Вот. Они маленькие, там Комсомольск на море, Баку. Сочи. Вот такие зеркальные. Тяжелый металл основа, а сами вот значки стеклянные, как бы зеркальные получаются. Грозно. Очень были популярны в те года. Целиноград, Мурманск. Новороссийск, Чебоксары, Копейск, Пенза, Ростов-на-Дону, Дубна, Одесса, Иваново. Вот. Ну, серия закончилась. Тоже ищу дополнительно городов из этой серии, которые у меня еще не хватают. Краснодар, Печора, Киров, Бакан. Тут тоже маленькие. Копейск, Ярославль. Это уже маленькие. По размеру они меньше, чем вот эти, да? Вот сразу разница видно. По размеру тоже собираю. Ну, это, так сказать, очень-очень обширный материал для поиска. У меня еще все еще впереди. Вот пока где-то порядка 600, около 700 значков серии города СССР, гербы СССР. Ну, гербы городов СССР, получается, да? Вот. Ялта. Все еще впереди у меня. Я начинающий коллекционер, поэтому вот. Тут еще серия снята. Вот. Как-то в таком плане. Обшивка. Вот такой. Я их держу в планшете. Специально вот заказала на деревянной основе планшет, чтобы
закрывался как чемоданчик, и удобно было его держать. Ну и когда вот в закрытом виде они, значки, не портятся, нежели чем их держать открытыми, да? Чтобы не попадали прямые солнечные лучи, не обесцветивались. Стараюсь их часто не выносить. Но бывает так, что выставки проходят в день города, допустим, на улице. Вот в таких мероприятиях только я их выношу на обозрение людей, так как значки в коллекции собираются для того, прежде всего, конечно, для себя, для души, ну и для того, чтобы люди тоже смотрели. Вот. Это одна тема. Города СССР. В следующем я еще расскажу вам про детские фигурные значки, буквицы. Спасибо за внимание. Если понравилось это видео, ставьте лайки, оставьте комментарии. До новых встреч. Продолжение следует. В следующих выпусках я расскажу про другие тематики значков. Покажу, то есть еще собираю фигурные детские, Якутию. Будет интересно, так что подписывайтесь. И можете нажать уведомления, чтобы к вам приходили уведомления о новых видео. Всем всего хорошего. До новых встреч.